Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. В Которском ущелье грузовой автомобиль с военнослужащими сорвался в обрыв. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 1 июня. В результате аварии 1 человек погиб, 5 военнослужащих получили травмы различной степени и тяжести. В МЧС Республики сообщение о ЧП поступило приблизительно в 21 час 20 минут. На место происшествия были направлены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с руководителем ведомства Львом Квициня. По предварительной информации, горная река размыла дорогу в селе Чхалта, в результате чего грузовая машина сорвалась с обрыва. Еще до приезда спасателей помощь пострадавшим абхазским пограничникам оказали военнослужащие, расположенные вблизи заставы погрануправления ФСБ России в Абхазии. В машине находилось 6 человек, 5 военнослужащих были найдены, а поиски водителя продолжались до раннего утра. И только на рассвете удалось найти тело погибшего Тариела Ломия. 4 военнослужащих с ранениями различной степени были доставлены в военный госпиталь. Еще 1 пограничник госпитализирован в республиканскую больницу. Раненые поступили к нам в 7:30 примерно. С дорожно-транспортным происшествием больных было 5, 4 больных госпитализированы к нам в травматологическое отделение. Состояние их стабильное, жизни ничего не угрожает. 1 больной по фамилии Нарсия был в республиканскую больницу госпитализирован с переломом таза. В Абхазском государственном университете открылся международный форум «Здоровый образ жизни и активное долголетие». Участниками его стали ученые России и Абхазии, преподаватели АГУ. Международный форум «Здоровый образ жизни и активное долголетие» посвящен поиску новых форм и совершенствованию санаторно-курортного оздоровления граждан России и СНГ в Республике Абхазия в рамках социальной межгосударственной программы по улучшению медицинского обслуживания и развития санаторно-курортной отрасли в республике. Участников форума приветствовал ректор АГУ Олег Огварами. Здесь такие блестящие гости, которых я сердечно приветствую. В нашем университете у нас было очень много людей. За 100 были 146 лет. Да. Вот. Сюда приезжали японцы для того, чтобы изучить вот этот феномен долголетия. Здоровье нации определяет наша природа, наша экология. Символично, что первый форум проходит в стране долгожителей, отмечали участники. Мы вот купили в магазине то, чего нет в аптеках. Мы эту воду, которая здесь лечит, и мы ее испробовали за ночь. А мы испытатели здесь, вот все аксакалы – это испытатели. Мы на себе все опробируем. Попробуйте, мы уже знаем, что она по pH где-то к 8 приближается. Это вода. Значит, минеральная вода, которая у нас в московских магазинах, и вино, и вода, и все остальное испохаблено долларом. В программе форума на всеобщее обсуждение будут представлены совместные проекты, разработанные специалистами России и Абхазии для улучшения инвестиционного климата в сфере медицинского туризма. Амра Амиджиба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия страны Эльвира Арсалия приняла художественного руководителя государственного ансамбля народного танца «Кавказ» Арвелода Тарба. С 25 по 29 мая в городе Уфа прошел международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», в котором принял участие государственный ансамбль народного танца «Кавказ». Мероприятие проходило на открытой площадке Уфимского театра. А также Эльвира Арсалия приняла юного музыканта Бараса Куджба, который 29 мая принял участие в международном детском фестивале «Мелодика поколений» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Репортаж Ренаты Шакая. Государственный ансамбль 29 мая выступил на гала-концерте, 30 мая на сцене Башкирской государственной филармонии. Хореографический коллектив дал сольный концерт. Как отметила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, география фестиваля ежегодно расширяется. И для страны очень важно в рамках культурного сезона участвовать в подобных мероприятиях. На самом деле Уфа давно знает и любит творчество и Кандида Тарасовича, и Арвелода Тарасовича. Не раз они ездили туда, делали свои постановки. И возможность участвовать сегодня в очень престижном международном фестивале, где принимают участие десятки стран, «Сердце Евразии», несомненно, способствует формированию положительного имиджа нашей страны. Как рассказал художественный руководитель государственного ансамбля народного танца «Кавказ» Арвелод Тарба, ансамбль
должен был выступить только с одним танцем, но после того, как хозяева увидели репетицию коллектива, попросили исполнить еще один. Когда зритель смотрит танцовщика или танцовщицу, когда от души это все, когда делается, это видно будет всегда. Коллектив молодой, работают. Честно говоря, работают. Программа тоже, знаете, у нас такая вот с нарастанием. Вот сначала, как начинается с нарастанием идет. Зритель хочет дальше, чтобы смотреть, чтобы не надоедать зрителю. В Кремле вместе с президентским оркестром России выступили юные музыканты. Среди них был и Барас Кучба, который играет на фортепиано. По словам Бараса Кучба, выступление с президентским оркестром впечатлило его. Я играл Вольфганга Амадея Моцарта 23-й концерт, третью часть, с президентским оркестром Российской Федерации. Там у нас был фестиваль международный в Кремле, в Георгиевском зале. Выступали с разных стран, там с Китая, Беларусь, Туркменистан, Вьетнам. Много было детей, моих коллег. Как отметила министр Эльвира Арсаля, только равнодушные не следили за выступлением Бараса Кучба. Для начинающего музыканта это прекрасная возможность участвовать в таком престижном фестивале и выступать с президентским оркестром. Рената Шакая, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Воодушевляют успехи сборной Абхазии на чемпионате мира по футболу под эгидой КАНИФА. Игра со сборной Лапландии получилась интересной и захватывающей. По ее итогам наша команда вышла в полуфинал. Тему продолжит Симаргун. Начавшийся в начале матча дождь, может, и расстроил футболистов, но на игре это не отразилось. На поле сильные команды чемпионата. Звук барабанов вперемешку с криками «Апсны» воодушевляли игроков сборной Абхазии. Игру делали зрелищной и волны, которые подхватывали по команде ведущего. Один сектор за другим. 2, 3. На 35-й минуте нападающий сборной Абхазии Дмитрий Кортава открывает счет в матче. «Динамо» ликует. Сухумский стадион был переполнен. Трибуны рассчитаны на 4500 человек, но по предварительным подсчетам этот матч смогли посмотреть около 7000 любителей футбола. Среди зрителей и глава государства, что налагало еще большую ответственность на игроков нашей сборной. И они с задачей справились. Раз за разом у ворот сборной лапландцев возникали опасные моменты, но соперника абхаза выручал голкипер. На чеку был Алексей Бондаренко, ловивший все, что летело в створ. На 39-й минуте игрок лапландской сборной Ларс Айлер заработал желтую карточку. После окончания первого тайма у обеих команд произошли замены. И сразу же опасный штрафной у ворот лапландцев. Форвард абхазской команды чуть было не попал в цель, но мяч вылетел за пределы поля. На 53-й минуте была проведена еще одна замена в нашей команде. Вместо Астамура Тарба на поле выходит Шабат Логуа. Характер игры меняется, что само собой напрягало соперника. Сборная Лапландии пошла на решающий штурм, но уйти от поражения не смогла. На 75-й минуте Дмитрий Кортава изящным ударом удвоил преимущество. В оставшееся до конца встречи время абхазы грамотно оборонялись и вовремя контратаковали. По окончании второго тайма судья матча добавил 3 минуты. Попытки лапландцев сравнять счет были безуспешны. Матч завершился со счетом в 2-0 в пользу нашей сборной. Абхазия в полуфинале, где ее соперником будет Северный Кипр. Симаргун, Зоро Беглава, Абхазское телевидение. Красочный праздник, посвященный Международному дню защиты детей, прошел в городе Учимчира. Концерты, конкурсы, розыгрыши, рисунки на асфальте – все это не оставило равнодушными как детей, так и взрослых. Организатор праздничного представления – сотовая компания «Аквафон». Жители города Очимчира ждал незабываемый праздник, наполненный улыбками и смехом детей. К ребятишкам пришли в гости любимые сказочные персонажи. В компании «Аквафон» считают, что устраивать такие праздники ребятам необходимо, ведь именно они помогают детям почувствовать себя счастливыми. Вот уже 2 года подряд мы посещаем восточную часть Абхазии. В прошлом году это был Парчал, в этом году Очимчира. Жители Очимчиры всегда тепло, радостно приветствуют нас, приветствуют любую инициативу нашей компании. И даже сегодня можно видеть, как радуются и маленькие детишки, и взрослые люди этому мероприятию. Хотелось бы пожелать нашим маленьким детишкам
здоровья, счастья. Праздничный концерт состоялся во Дворце культуры. Здесь выступали виновники сегодняшнего торжества. Они пели песни, танцевали и показывали различные номера. Зал был переполнен, и дети и взрослые не скрывали своих эмоций. Далее празднество продолжилось на улице. Ребята, кто постарше, активно участвовали в конкурсах и розыгрышах. Самые маленькие наблюдали за развернувшимся действом. Также дети здесь рисовали мелом на асфальте, придавая его серому невзрачному цвету яркие радужные оттенки. Маленькие художники изображали самолеты, машины, животных. Асфальт расцвел удивительными красками и подарил много радости окружающим. Во время праздника на импровизированной сцене детям была показана детская сказка о добре и дружбе. Один за другим на сцене появлялись известные всем малышам персонажи любимых мультфильмов и сказок. Для жителей города Очимчира праздник, организованный компанией «Аквафон», несомненно останется в памяти ярким и приятным воспоминанием. Наши дети были очень рады за такой большой сюрприз. Спасибо огромное, Аквафон. Говорят, счастливое детство – это когда ребенка окружают любовью и заботой. Именно это постарались сделать организаторы праздника, подарив ребятишкам не только хорошее настроение, призы и подарки, но и частичку счастливого детства. Сария Смыр, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 16-14, днем 25-27 градусов. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.